Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня сейчас собирал ведро вишни и сейчас поеду навестить свою подружку Флору. Она живет в деревне Турмаеве одна. Она у меня военнослужащая. Она служила вместе с мужем в Афганистане. Но о подробности она сама вам расскажет. Собирала я вишню. Все, поехали со мной. Дорога Турмаева. Поле. Леса. Посадки. Кругом уже все желтеет. Долго не было дождя. Вот где-то неделю, наверное, дождей. Ну, больше, чуть-чуть больше недели дождей. Сейчас поворачиваем направо. Строение какое-то. Здесь раньше фермер жил. Сейчас никто не живет. Все заброшено. Остановка. Кругом поля. Здесь посажена пшеница. Природа у нас красивая. Я у подружки своей давно не была. Она приезжала на поминки сына. И все. Все больше никак. У нее тоже времени нет. И времени есть. То на автобусе надо ехать. Дом не хочет оставлять. Живет она одна. А у меня времени совсем нет. Я зову ее с ночевкой, она не хочет, дом не хочет оставлять. Сейчас вы увидите, какая у меня добрая, в то же время военная, командным голосом. Мне нравится моя подружка, я ее люблю и уважаю. Она честная, она добросовестная, всегда старается кому-то помогать. Кстати, очень хорошо печет пироги, торты она печет. Когда у кого-то день рождения у нас, юбилей, на свадьбу вон Юльке она торт пекла с 2 лебедями. Двухэтажные, трехэтажные. Очень вкусно получается у нее всегда. Иногда я советую, не спрашиваю насчет теста, как, что делает она. Она мне советует. Подсолнухи тут растут.
нее дочка одна, Эльвина. Они в другой деревне живут, они дом построили, у них 2 детей. Красивая пара. Дети хорошо учатся, 2 дочки у них. Милена и Злата. Девочки красивые и умные. Они тоже приезжают к бабушке своей, помогают, отдыхают, учатся что-то готовить, печь. Особенно младшая Злата очень любит готовить, как бабушка. Флора одна. После военной службы, когда они окончили служить, там они переехали из Ишимбай. С Ишимбая сюда в деревню захотели. Они коров держали, много гусей держали, когда муж живой был. Муж погиб в автокатастрофе недалеко от дома. Что-то случилось. Колесо, что ли, лопнул. Машина пошла в кювет. И он там погиб сразу, мгновенно. Уже несколько лет. Флора сама после операции, множественную операцию она делала. Коров не держит, гусей теперь не держит. После мужа тоже долгое время 2 коровы держала она. А сейчас тяжело. И корм надо покупать. Одна пенсия. Вот. Они собирались дом построить. Купили стройматериалы, залили фундамент, начали строительство. После похорон мужа она не смогла сама достроить. Живет она в очень старом доме. Дом, конечно, в ветхом состоянии. Вот деревня. Деревня Тетербашева. Когда-то я сюда 2 раза в день ездила. Я работала билетным кассиром-кондуктором на автобусе. Из Стерлебашева до Янгурчев. Утром рейс и вечером рейс. Вместо одной женщины она была в декретном отпуске. На время декретного отпуска. А потом я работала в Госстрахе. Тоже дали мне эти же деревни. Янгурча, Тетербаш и Турмай. Вон там я и познакомилась с своей подружкой Флорой. Я не помню уже сколько лет. Уже больше 20 лет мы дружим. Вот лежат стройматериалы для дома. Это ее баня. Построили они большой, хороший сарай. А
Этот дом хотели они построить. Но без мужа никак. Тяжело без мужа, по себе знаю. Сколько лет вот уже стоит вот эта стройка. Дом, конечно, в ветхом состоянии. С крыши текло. Она вон залатала там, что-то делала. Дом очень старый. Дом достроить средств нет. Если даже средства найдет, работникам надо платить. А бесплатно никто не делает. Огород она не сажает, потому что она не может нагибаться. У нее множественные операции. По состоянию здоровья она не может работать в огороде. Ее обеспечивает ее дочь Эльвина. Когда муж был, они все сажали. И вот здесь еще вот. Вот здесь целое поле они картошку сажали, я помню. Но сейчас одной не надо сажать. Ее дочка обеспечивает, помогают. Вот как дом выглядит. Жалко, конечно. Привет! Привет, кто-то сказал, что позвонит. Вот я решила к тебе приехать, навестить Добро тебя. пожаловать в мой обитель. Это моя подружка Флора. О себе она вам расскажет сама, как я вам говорила. Идем домой. Вот здесь живет моя подруга. Это кухня ее. Здесь кран, вода дома. Два холодильника у нее. Вот у нее потолок. Я иногда боюсь к ней в гости приезжать. Не дай бог рухнет. Здесь щиты какие-то и отштукатурено. Вот посмотрите, как страшно. Она по-своему штукатурит, делает, красит, но это уже ненадолго. Вот видите, как у нее. Был бы муж живой, давно бы в новом доме жили. А здесь у нее гостиная. А вот муж ее тоже был военным. Вместе служили. А здесь две спальни маленькие. Вот в гостином потолок у нее какой. Она какие-то подпорки поставила. Опасно тут, конечно, жить.
Она говорит, когда ветер насквозь, говорит, заходит, дует. Вот эти шторы, говорит, шатаются вовсю. Снаружи она окна забила каким-то поликарбонатом. Она хотела окна поменять. Приехали, посмотрели. И косяки, говорит, негодные. Бревны негодные. Дотронуться нельзя, поэтому окончики отказали ей ставить окно. Вот она не может даже окна поменять. Вот в каком состоянии живет моя подружка военнослужащая, бывшая. Лора, я своим подписчикам обещала, что о себе ты расскажешь сама. Расскажи, пожалуйста, о себе. Когда родилась, да? Когда С этого родилась, началась. Где я родилась, да? Да, где родилась, вот в этом. Где служила, для чего замуж вышла. Родилась я в Ташкенте в 58 году, 1958 год, лето, июнь месяц. Ну, в Ташкенте вот родилась, в Ташкенте жила, 10 классов закончила. Поступала в педагогический, не поступила. Пошла работать потом. Мама у меня работала на хлебзаводе мастером бригады. Вот потом пошла к ней работать, поработать до следующего года, чтобы на следующий год поступать. Учетчиком там работала на хлебзаводе. Полгода поработала. Правда, меня уговаривали, чтобы я поступила заочно во Фрунзенский пищевой институт. Вот. Но я не согласна. Но я не согласилась на это. Вот. Полгода проработав на хлебзаводе, а у меня как раз сестренка Альбина. Она работала у нас от нашего дома в 5 минутах. Была очень большая база. База Узмясрыбторга. Она там уже работала машинисткой. Вот, в Машбюро. Ну, она сказала, идем к нам, машинистка нужна, у нас поработаешь. Вот, пошла на эту базу. Вот. Месяц поработала простой машинисткой, потом уже стала работать на уже больших вычислительных машинках через месяц. Вот. Проработав там где-то, наверное, месяца 3, решили базу разделить. И база стала Узмясомолторг, и Узрыбпромсбыт. В общем, рыбу отделили. И главный бухгалтер Узмясомолторга был такой Федор Мефодич, никогда не забуду, хороший бухгалтер главный. Он меня позвал к себе и сказал, пойдешь ко мне начальником отдела Машбюро. Я долго не думала, согласилась. Сразу пошла. В моем подчинении было 4 девочки работали. Вот. Я уже на машинке не печатала, как начальник отдела, только могла заменять, если кто-то заболеет, кто-то в отпуск уйдет. А так, вот. Ну, всю работу-то знала. Все, и поступила заочно, решила поступить в торговый техникум торговли. Вот. А как ты попала в военную службу? Ну, на военную службу, вот я проработав, уже закончив техникум заочно, 3 года проучилась, почти с отличием заканчивала. Вот. И, конечно, мне уже как товаровед я уже могла работать. Я уже работала товароведом. Даже дипломную практику я не стала писать, потому что уже работала товароведом. Вот. И я давно мечтала за границу поехать поработать. Куда-то там вот в Германию, или в Польшу, или в Венгрию. У меня старший брат был военный летчик, вертолетчик. Вот. И я думала, что вот тоже поеду за границу поработать. Пошла в военкомат.
И говорю, вот я хочу за границу поехать поработать. Ну, в военкомате мне сказали, что эти за границей закрыты. У нас теперь есть только Афганистан. Ну, про Афганистан-то мы немножко знали через брата, потому что так не распространяли. И у меня до этого как раз двоюродный брат, вот первый, попал туда десантник, как раз когда брали дворец Амина. Вот он рассказывал, что их ночью подняли по тревоге и забросили в Афганистан. Вот они дворец Амина брали, и из 350 десантников вернулись только 70. И в том числе и мой двоюродный братишка. Вот, поэтому вот мы про Афганистан только вот с его слов и со слов брата знали, что в Афганистане идет война, и туда вот так. Ну, я долго не раздумываясь, конечно, тем более в семье военных уже было много, у меня уже сестренка работала военным картографом в воинской части. И в военкомате сказали, а зачем ты туда едешь? Я говорю, ну, работать. Ты не боялась? Нет, пока я войну не увидела, я не боялась. Документы даже в военкомате я печатала сама себе. Они меня освободили на 3 суток по повестке с работы. Сказали, раз умеешь печатать на машинке, будешь печатать документы сама себе. Ну и все, вот я не только себе документы печатала, я еще и на военкомат работала. Какие документы надо было печатать, я и на них помогала им в военкомате. Это все было в Ташкенте. Ну и вот, все отправили мои документы и сказали ждать вызова. И через месяца 3 меня вызывают обратно в военкомат. Я думала, наверное, вызов пришел, или отказали там, или что. Прихожу и говорят, все, собирайся, дорогая, тебе пришел вызов из Москвы, одобрили твою кандидатуру, заведующий магазина, поедешь ты в это военторга, в Афганистан. Ну, я так сначала-то обрадовалась, а потом дома тоже села, подумала, и родственники тоже, да ты что, там война идет, разве так можно? Но я все равно поехала. Вот. Ну а до этого как раз вот перед вызовом я как раз была председателем Мискома, вот, и комсомольская, я же комсомолкой все-таки была. Вот. И когда вот они узнали, что я собираюсь там в Афганистан, тоже меня отговаривали, но комсомольское вот это вот бюро комсомолов, значит, они как-то меня одобрили, говорят, молодец, что ты как и доброволец, как комсомолка, что идешь и будешь выполнять свой интернациональный долг. Ну, я и полетела. Вот. Полетела, было 18 марта 1982 года. Прилетела в Кабул с военного аэродрома. Вот. Ну, в Кабуле там штаба армия, значит. А когда уже в штабе армии посмотрели, нам, говорят, заведующие военторги не нужны. Продавцы нам тоже не нужны. Вот. Потому что, говорит, заявка была, эту заявку первую потеряли, мы дали вторую заявку. А в Москву попали обе заявки, и у нас все переполнено торговых работников. И на пересыльном пункте мне, значит, я когда в Кабуле все посмотрела, я говорю, какая война здесь, ой, ужас, что творится здесь. Столько пушек, столько танков, все это такое, это как вот настоящая же война. Я сначала немножко испугалась. И на пересыльном пункте там был начальник-майор такой. Я говорю, а можно мне обратно в Ташкент уехать? Там всего лететь-то час с несколько минут. А он мне сказал, не, дорогая, раз приехала, значит, здесь и останешься работать. Кем ты еще можешь работать? Я говорю, ну я вообще-то могу на машинках печатать. Вот. И на счетно-вычислительных, на любых машинках могу работать, печатать. Ну вот, а нам как раз вот машинистки нужны. И вот меня назначили в Полихумри. Вот. Там вообще ужасная, говорит, война идет. И вот туда мне дали направление. Я, конечно, не испугалась. Вот. Вот мы через Кундуз. В Кундузе, значит, стоял штаб дивизии, 201-я дивизия, штаб. И вот через этот Кундуз, значит, я еще должна была
туда самолетом прилетели, и, значит, с Кундуза должна была полететь в Палихумри уже на вертолете. Ну, а в штабе, значит, там посмотрели. Сначала, конечно, сказали, что да вот, мы же не знаем, умеете ли вы печатать на машинке, почему вас направили. Я просто сначала удивилась, думаю, а как же они видят мое личное дело, мою трудовую, где там есть оператор по вычислительным машинкам, все. Вот. Могли как-то догадаться, я все время вот это вот думала. Вот. Но один раз, значит, ну хорошо, сказали, до вечера подождите. Вот, значит, потом решим ваш вопрос. Ну, пока решали они вопрос, но начальник отдела кадров там был, полковник один, я уже забыла его фамилию. Он ко мне подошел и сказал, часов в 5 в штаб подойдешь, я тебе, говорит, познакомлю с одним командиром, с полковником Лазаренко тогда был, вот, Михаил Григорьевич. И я тебя с ним познакомлю, ему как раз нужна машинистка по секретной переписке. Вот только секретные документы печатать. Вот. Но я в 5 часов подошла, и он меня познакомил с этим полковником. Но полковник тоже сначала засомневался, умею ли я печатать на машинке. Дал мне лист бумажки, я стала печатать. Вот. А потом я сказала, товарищ полковник, а вы мне диктуйте, а я буду печатать. Он стал мне просто так какое-то название там говорить, а я печатала. И заорал там на весь штаб. Беру, мне такая нужна. Вот. И все, и вот, да, и я, да, они сразу мне допуск секрета уже отправили. Там через неделю этот допуск уже пришел мне. Вот, потому что я даже в Афганистан попала через 3 месяца. Почему? Девочки, которые там работали, в основном были девочки из Украины. Кто работал официанткой, вот. Они говорят, как это тебе за 3 месяца оформили документы? Мы, говорит, почти по 1,5 года ждали. Вот. Там. А оказывается, то, что у меня в семье были военные, меня долго не проверяли. Уже семья была проверенная. Вот из-за этого, оказывается, так быстро попала. А как ты с мужем познакомилась? Ну, стала вот работать среди офицеров. Где я работала, там, значит, 3 службы были: танковая, автомобильное и вооружение. Вот у каждого свой командир. Вот 2 подполковника, 1 майор. У них там еще есть свои подчиненные офицеры, там капитаны, лейтенанты. Человек 15. И вот среди них я, как секретник, только секретные документы. Простые мне нельзя было печатать. Но я, конечно, их всех жалела и печатала простые документы. Вот. Ну и стала работать, все нормально. Потом, значит, ну как на войне, как вот война без женщин. Женщины везде. Даже отечественные фильмы смотрим, и там везде женщины есть. Вот. Медсамбат недалеко. Гарнизон, конечно, был большой. Вот. Вертолетный полк стоял недалеко. Вот. Ну вот я так вот работала. Месяца 2 проработала. Офицеры, конечно, очень многие начали внимание на меня обращать. Вот. Девушка, видимо, я была интересная. Правда, сначала подумали, что я хохлушка. Из Украины опять приехала, опять хохлушка приехала. Но когда уже познакомились, все просто удивлялись. Да не может быть, что она татарка. Вот. Ты очень хорошо говоришь и на русском языке, и на татарском языке, и на узбекском языке. Ты афганский язык тоже немножко зубришь. Вот. Но если бы зубрила, конечно, выучить можно, но очень тяжелый афганский язык. Это то же самое, что таджикский язык, одинаковые они. Вот. Поэтому, когда в Кабуле там один полковник спросил меня, сколько я языков знаю, я сразу сказала: русский, татарский, узбекский и немецкий. Жалко, он мне сказал, что фарси не знаешь, а то бы я тебя переводчицей взял к себе. Вот. Вот это вот было. Ну и все. И месяца через 2-3 где-то. Но я своим офицерам сказала: так, мальчики, я ни на кого смотреть не буду, на меня тоже не смотрите. Ты прямая. Я прямая была. Вот. Я сразу сказала: выйду замуж только за холостого и только за татарина, если кто-то появится такой. Вот и все. А так ко мне все очень хорошо относились.
никогда никто не грубил. Вот. И уважали меня. Ну и все. Вот один раз, значит, я пришла в библиотеку к подруге, там познакомилась с девочками. И там сидел один прапорщик. И мне подруга говорит: Флор, хочешь, говорит, познакомиться? Вот, говорит, Татарин. да, татарин, Наиль. Нет, до этого еще как раз один капитан был с его как раз части. Он пришел ко мне и говорит: слушай, Флор, к нам, говорит, такой, говорит, мальчик приехал, парень, холостой, татарин, с Башкирии приехал. Зовут, говорит, Наиль. Ну, фамилия, говорит, я не запомнил. Фамилия, говорит, у него километровая. Вот. Ну, я ему сказала, говорю, он мне сказал: хочешь, познакомлю? Я говорю: нет, не надо. Надо будет, я сама познакомлюсь. Ну, вот этот Наиль там и сидел в библиотеке. Он очень любил читать книги. Вот он в библиотеке собирался брать книгу. И подружка, я пришла к ней, чтобы пойти с ней на обед. Она говорит: давай, вот хочешь познакомиться? Вот Наиль, говорит, парень. Холостой, между прочим. Вот. А он мне и говорит: татарша блясагмы, прям по-татарски мне. Нет, я ему по-русски сказала: да, знаю. Вот. И я сказала: а что ты здесь сидишь? Подруге Галя была подруга, глазки ей строишь. Нет, я вот пришел книжку взять. А что ты во время этот? Да я сегодня в наряд иду, поэтому лучше книжку почитаю, посплю и вечером в наряд. Вот, дежурный, значит, дежурным там по батальону у себя. Вот, я говорю: ну и не сиди, тогда иди. Взял книжку и иди. Вот так я сказала, и все. А то, что ты в наряде будешь стоять, а это, говорю, мы еще можем проверить, как ты там наряд ведешь, службу свою вечером. Мы можем в батальон прийти к вам. Вот. Просто я как-то в шутку это сказала. Ну, но вечером мы все равно с подружкой пошли. Правда, нас, конечно, сопровождал другой тоже парень. Вот, чтобы темно же было. Вот. Ну и пришли, а он как раз шел, проверял свой весь батальон, как дежурный, все, чтобы в порядке было. Вот. И он, конечно, удивился, что тут мы приперлись, как говорится. Вот. Все, мы там посидели, чайку попили, поговорили. Вот. Подружка, значит, с этим парнем ушли. Ну, мы остались, мы разговаривали долго. Ему надо было уже опять наряд весь проверять. Вот. И все, и он меня проводил там до этого. И ушел дальше. Все, и после этого мы стали с ним каждый день видеться. Ходить в кино. Ага. Потом поженились. Да, мы с ним, встречались мы почти где-то месяцев 8 мы встречались. Вот. Потом он, значит, уехал в командировку. Я ездила в Ташкент в командировку с документами. В Ташкент, уже родственникам сказала, что познакомилась с парнем, вот так и так. Вот. Мама, конечно, сразу не одобрила, что он прапорщик. Вот. Мне мама почему-то все время говорила: тебе нужен полковник, а не прапорщик. А ты сказала: это я сама полковник. Он в командировку был в Термезе, потом в Ташкент поехал в командировку. Познакомился с моими родственниками. Маме, конечно, как всегда, он не понравился. Вот. А брат средний сказал: это ее жизнь, пусть она сама решает. Правильно сказал. Да, брат вот сказал так: пусть сама решает, жить ей, а не нам с ней. Вот. Муж, когда с командировки приехал уже, да, мама, конечно, гостинцы послала очень много через него. Он, конечно, все гостинцы почти съел в дороге, потому что нужно было там ехать же колонной. А в Афганистане летом жарко. Там в тени 50, а на солнце 70 там, а колонны, когда едешь. Вот он с солдатами все это съели они там. Только то, что немножко чеснок да лук привез, и все, что не портится. А все, что портилось, он все это там с солдатами съел. Конечно, он никогда один не есть не будет. Он такой вот был, что он всегда солдат жалел, и он больше солдат накормит, чем сам поест. Вот. 2 раза взрывался на мине он.
Вот, даже этот секретные документы я печатала. Я когда смотрела, что фамилия Гилизиддинов присутствует, Мгм. вот, я сама даже не знала, что он подрывался на мине, и взрывной волной их солдатикам отбрасывала, что они, ну, контузию-то легкую получали, такого сильного ранения не получали. Я только по бумагам узнавала, что он подрывался 2 раза на мине, когда выезжал на операцию. Там и родили дочку прекрасную. Вот. Ну, дочку-то я не там родила, зачали там она. Вот. Ну и потом мы вот решили пожениться. Он сделал мне предложение. Это был апрель месяц, март месяц был. Вот, я уже год, считай, пробыла там, Мгм. в Афганистане. И он предложение сделал. И вот мы решили, я написала своей маме, что вот ждите, 30 апреля будет свадьба. Но мы еще не в ЗАГС, ничего же не могли оттуда с Афганистана подать. Хотя, конечно, мы могли в штабе армии расписаться. Вот, но мы решили в отпуск поехать и расписаться в Ташкенте. А сколько лет служили в Афганистане? Я была год и 8 месяцев, А муж? а муж ровно 2 года был. М. Вот. Потому что после свадьбы мы опять поехали в Афганистан. Через 2 месяца мы 2 месяца в отпуске были. Поехали в Афганистан, и через 2 месяца я заболела, как прибыли туда. И у меня температура поднялась где-то 40, меня рвало, вот. И в медсанбате мне сказали, что сейчас анализы будем брать, возможно, у тебя, говорит, или тиф, или желтуха, или брюшной тиф. Но я думала, как это брюшной тиф, если мы там все время пили кипяченую воду, мы ничего сырого не ели, не пили. Вот. А желтуха тоже, откуда она могла там попасть, если ни с кем не общаешься, там таким этим. Вот. Но анализы показали, что у меня ни желтухи, ни брюшного тифа нету. Вот. И терапевт мне там сказал, приехала гинеколог с Кабула, будет всех женщин проверять. Ты же замужем? Я говорю, да, замужем. Вот. Давай-ка иди к гинекологу. Пошла к гинекологу, и гинеколог мне говорит, ну, конечно, по таким анализам, что у тебя не очень нехорошее, у тебя, говорит, уже начался пилинефрит, у тебя почка одна совсем, говорит, отказывает. А ты беременная, говорит, дорогая. М. Вот. И лучше тебе здесь не находиться, тебе надо отсюда уезжать. М. И меня выписали в госпиталь в Ташкент на лечение. Вот. В госпитале я пришла, легла, все сразу, и у меня сразу анализы нормальные стали. Вот. А то, что я была беременна, в то время УЗИ не было, ничего не было. Рентген они не могли делать, потому Да. что беременная. Вот. Ну и там, в общем, начальник госпиталя сказал, если хочешь ребенка здорового родить, значит, говорит, ты больше в Афганистан не поедешь. А если не хочешь, то мы сейчас прям тебе его уберем. Мгм. Но я решила оставить Правильно. ребенка. Оставила. Все, мне потом прислали документы мои, уволили с Афганистана, все как положено. Вот. Ну и все, и потом я устроилась на работу, чтобы в декрет-то выйти надо было. Вот. А муж остался в Афганистане. И он только приехал через 8 месяцев. Вот. А в марте месяце 84 года, вот, 8 марта я родила дочку. Мгм. Себе подарок сделала Да. на 8 марта. И мужу подарок на 8 марта. Да. Вот. Муж, конечно, обрадовался, что у него родилась дочка. А через 3 месяца муж совсем с Афганистана. Я, конечно, все время думала и тревожилась, что лишь бы здоровый приехал, чтобы никаких ничего не было. Вот. Мгм. Все, с Афганистана муж приехал. Вот. Поехал в штаб Министерства там обороны Узбекистана. Ну и все, его назначили должность в военном училище, инструктор по вождению. Мгм. Вот
Потом опять в этот военкомат я пришла, откуда призывалась в Афганистан. Там стала работать. Муж в военном училище уже служил. После этого мужа направили в другой гарнизон. Мы уже поехали в другой гарнизон. Вот. Оттуда, с этого гарнизона, уже сколько там прослужили, вот как муж прослужил, я, конечно, везде устраивалась на работу, нигде не оставляла, не сидела дома, как некоторые, может, жены военнослужащих. Вот. Потом нас отправили в Каракалпакию, весь батальон, ремонтировать, в общем, восстанавливать аэродром для Бурана, космического Бурана. Вот мы там. А там не было гражданской должности, мне пришлось идти на военную службу. Вот я там стала служить, уже как военнослужащий. Писарь тыла была. Вот. А муж был зампотылу батальона, пока не прислали настоящего зампотылу. Вот мы там стали служить. Тут и все. Потом я опять заболела, у меня нашли опухоль, в госпитале оперировались я. Потом меня уже вторая операция была опять, и уже в госпитале меня комиссовали. Сказали, что, ну так и написано, что к военной службе не годна, а в мирное время не годна, годна в военное время. Можешь в штабе сидеть и работать, так и сказали. Но инвалидность была второй группы, и сказали, инвалидность написано было, получена при прохождении воинской службы. Вот. И все. Потом у тебя инвалидность сняли. Да, инвалидность мне уже вот здесь сняли, в Турмаево, конечно. Хотя и Ишимбай, мы потом, муж тоже вышел на пенсию потом. И он сказал, я хочу уехать на родину, в Ишимбай. Вот. Узбекский язык, говорит, я не выучил. Все считают меня здесь русским. Вот. И решили мы в Ишимбай к мужу на родине. Хотя мои предки тоже с этой стороны. Вот моя мама Стерлибашевская, папа Амировский. Вот. Ну, я-то здесь уже была привычная. И вот мы вот в этот Турмаево в Стерлибашевском районе приехали в гости к родственникам. И мужу понравилось здесь. Хочу жить в своем доме. Поставить вот этот домик мы купили. Продали ту квартиру. На все купили стройматериалы. И муж стал строить вот этот сам дом. Вот вокруг дома начал строить. И не доезжая дома 100 метров, в аварии погиб. У него колесо лопнуло, он в кювет упал, да? Но они улетели вот так вот. Они Да. вдвоем были, Да. Тот, который, конечно, был за рулем, живой остался. А муж, они ехали с посева, он спал. Вот. И так получилось, вот его насмерть, и машина. И дом не мог. Дом не достроил. И вот я осталась, как говорится, с дочерью на руках у разбитого корыта. Вот. И вот сейчас дом в каком состоянии? Плачевном. Одна, конечно, работать я не могла, потому что уже, видя, когда я эту к аварии подбежала, у меня на глазах муж уже умер, и у меня от этого стресса был микроинфаркт и диабет начался от стресса. Вот так я и осталась. И работать не могла никуда, хотя меня звали, и в военкомат работать звали. Вот и в магазин работать звали, я могла, конечно, по специальности работать. Но я не могла работать. Вот. Коров держала. Да, муж начал держать коров. Гусей 2 коровы много были, пасла. да, по 50 гусей. Все так хорошо начали. Вот 3 года прожили здесь, и вот все. Начал строить. Но он фундамент сразу поставил, но он сказал, говорит, надо фундамент, чтобы год постоял. Да. И начал вот кирпичом ложить, шлакоблоком вокруг дома. Ну, вот так получилось. Но он тоже не сидел дома, сложа на пенсию. Колхозу помогал, работал. В колхозе, вот то учетчиком, вот на посевах все. И вот так получилось. Вот, Флора, я сижу, смотрю, да, твой дом очень страшный. Ты не боишься, когда ветер вот сильный? Я у себя дома боюсь. Я уже привыкла. Ты привыкла, Да, да? я привыкла. Я, конечно, боюсь, вот что у меня буду лежать вот в зале, и на меня потолок упадет, потому что дом этот был построен около 50, как раз в тот год, когда я родилась. Вот, потому что здесь всю информацию собирала от старожителей. Вот они мне сказали, в 58 году дом уже стоял. И он стоял
привезенный какой-то магазин, где-то был со старых бревен поставленный. И здесь были ветеринарная какая-то лечебница была. Ветеринары жили. А вот ты же в нашем районе одна единственная женщина, которая служила в Афганистане. А тебе вот военкомат не помогает? Администрация тебе не помогает? Нет, один ответ. Квартиру получали, все, мы вам ничего Ишимбае, не должны. Да? Вы квартиру в Ишимбае получали. Вот. Вот такой ответ. А я всегда, вот да, хочу, доказываю. Хожу, вот доказываю. Квартиру мы получали. Муж получал, я не А получала. вы вдвоем служили? Но я-то была как служащая советской армии, не как военнослужащий там, в Афганистане. Вот. И муж получал положенный, отслуживший свой срок военнослужащим, но не как Афганистан. Мы афганскими этими не пользовались льготами вообще. Пользовались, когда мы служили, за свет платили 50%, за телефон, за газ. Вот мы платили везде, где служили, 50% платили. Вот, за то, что вот были в Афганистане. А квартиры мы никогда не пользовались. И вот он как военнослужащий, но не как афганец, он не получал как афганец квартиру. Льготы какие-нибудь есть Вот. сейчас? А сейчас вот есть льготы, тоже те же самые, только нет квартиры. Я обращалась к министру вот соцзащиты, обращалась, Иванова приезжала к нам в Стерлибашево. Она сразу сказала, она мне в глаза сказала, что вы никто для нас. Вы, говорит, квартиру получали, и я, оказывается, никто, понимаете? Вот я Как никто. обидно, да? А когда она еще узнала, что я в Афганистане сама была, она, конечно, охала и ахала, но она все равно говорит, квартиру получали, мы вам ничего не должны. Вот так вот. Писала я письма и Шойгу, и Путину, все это я писала, но мои письма не доходят. Не доходят. Вот. Все писала. Не доходят мои письма. Почему, я не знаю. Когда у нас был в Башкирии, Рахимов президентом был в Башкирии, ему 2 раза писала. Вот тогда с администрации приезжали люди, смотрели все, выделяли мне деньги. Они сказали, вам не надо переживать. Мы все сделаем, капитальный ремонт вашему дому сделаем, что сможете жить. Вот. Даже выделяли 17 тысяч денег на капитальный ремонт. Но я этих денег не видела. Куда эти деньги пропали, никто не знает. И с тех пор, вот с 83-го года, как я вот хожу, как в администрации меняются у нас, я так и хожу. Каждый раз. Обещают, что поможем, но никто ничего вот так вот и не... По мелочи сама все, вот как могу. Соседи помогают. Вот где что убрать, где что покосить, где что этот. Вот. А покажи ты мне свои награды. Я видела, моим подписчикам покажи. Сейчас принесу, покажу. Вот подружка с наградами своими. Расскажи, какие, за что тебе дали? Ну, награды, вот за Афганистан вот эти награды вот дали. Вот это вот в Афганистане, за Афганистан. Вот. Ну, здесь еще есть награда вот за 70 лет вооруженных сил. Это я когда в военкомате работала, мне там вручили. Вот. Но остальные все это за Афганистан. Есть у меня вот медаль за мужество и отвагу. Это дали вот тоже. Ну, как 15 февраля меня всегда приглашают на День афганцев. Я ведь единственная женщина, которая в нашем районе, которая была там. Вот. И вот в этом году мне вручили вот орден красный, как красная звезда, но это афганский орден. Вот. Я, конечно, вопрос задала военкому, а мне-то за что? А военком мне сказал, а вы заслужили. Правильно сказал. Даже только за то, что я там была. Да там ведь война шла. Вот. Мы И тут вот так дрожали. Мы тут дрожали. Боялись. А ты там служила. Ну, вот так вот все мои. Администрация, конечно, спасибо, что они меня не забывают. Администрация, конечно, хочет мне помочь,
Но он не может мне никак помочь, не может. И сельсовет тоже так же. Мгм. Никак. Я не знаю, как чего добиться, чего сделать. Вот. Ну, и я всегда говорю, а как же без нас? Без женщин-то вот во время войны. А без нас-то вот куда? А с нами вот везде. Да. Я благополучно приехала, с подружкой общались, все хорошо как-то стало, и ей хорошо. Очень потом плакала она, обрадовалась, что я навестила ее. Ей одной скучно, наверное. Позвала ее на зиму сюда, чтоб у меня жила. Болеет часто. Но она отказалась, хочет у себя дома жить. На этом я свой влог заканчиваю. Интересно ли вам сегодняшнее видео? Не интересно ли? Поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь, кому интересно. До следующих встреч. Всем пока-пока.